Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аманту билля. В эфире передача «Я уверовал в Аллаха». Кто из нас не мечтал об этой ночи? Кто из нас не желает сегодня открыть эту ночь для себя? Ночь предопределения. Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. Ах, 1000 полных месяцев, в которых я совершу благие деяния, поклонюсь. Ночь, в которой Аллах простит мне прошлые грехи. Кто из нас получит пользу в эту ночь? Кто из нас будет готов, чтобы Аллах ему ответил? Что нам делать? И какую молитву прочесть? Праведники, которые днем и ночью обращаются к Аллаху, отличается ли для них эта ночь чем-то? Это все мы обсудим сегодня с нашим гостем, а мы также являемся его гостями. И это шейх Хабиб Али Аль-Джифри. Баракаллах вам. Пусть Аллах дарует нам благо и довольство через подобные времена. Что мне делать? Как мне готовиться сегодня? Скажу, что люди признают, что 27 число и приходится на ночь предопределения. Нам следует быть сконцентрированными на эту ночь, а она в последние 10 ночей. И что делать, и с чего начать? Хвала Аллаху Щедрому, да пребудет мир и благословение над Его милостивым любимцем, а также Его семейством и сподвижниками и теми, кто последует Его пути до судного дня. Ночь предопределения – это дар, которым выделил Аллах умму Мухаммада в честь нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Он рассказывал своим сподвижникам, что среди прошлых общин были те, кто совершал джихад 80 лет. Тогда сподвижники спросили, как им опередить других и стать ближе к Аллаху. Ведь наш возраст не может быть таким большим. Мы не живем 120 и 200 лет. Итак, это время соревнований в близости к Аллаху. И тогда Всевышний ниспослал аят. Что ты мог знать о ночи предопределения? Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. Ведь посланник Аллаха сказал им, что тот человек воевал 1000 месяцев, поэтому снизошел аят. Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. То есть искренне обращенный к Аллаху человек найдет в этой ночи то, что соответствует поклонению в 1000 месяцев. Это 83 года или еще больше. Вы спросили меня о том, когда предположительно встречается эта ночь. Это первое, чем поинтересовались. Люди считают, что это 27-я ночь, и это предположительно так, возможно так. Почему? Есть хадисы об этом, но вместе с тем есть множество риваятов об этом. Риваят о 21-й, 23-й, 27-й ночи. Есть и ясный хадис пророка. Следите и ищите ее в первых 10 ночах. Далее есть другой текст о последних 10 ночах, то есть в нечетных числах последних 10 ночей. Есть те, кто говорит о том, что она встречается во всем Рамазане. Есть менее известное мнение о том, что она, возможно, бывает в течение целого года. Здесь возникает вопрос, почему Аллах спрятал ее? Ведь можно было, чтобы Аллах выделил определенное время, и люди бы подготовились для нее хорошо. Говорят, что это сделано, чтобы верующим сохранилась надежда на Аллаха, чтобы он не ограничивал связь с Аллахом определенными сроками. В таком-то часу, в такой-то день я сделаю и потом отвлекусь. Нет, в этом есть божественная мудрость. Второй момент в том, что это состояние поиска и надежды на Аллаха зажигает и развивает в человеке свет познания Аллаха. Каждый раз, когда ты ожидаешь Аллаха, ждешь Его милости, обратился к Нему, попросил Его довольства, свет в твоем сердце развивается. Каждый раз, как ты подумал о том, что Он даст тебе что-то, Он даст. Это развивает в сердце свет обращенности к Аллаху. Это и есть тайна, исходящая от ночи предопределения, от Рамазана, от всех видов поклонения. Это укрепление света Аллаха в сердце. Мы сейчас не сможем разубедить людей, которые живут этим долго. Поэтому обратимся к последним 10 ночам, к нечетным ночам. Да, это более вероятные ночи. Давайте пойдем шаг за шагом. И вот мы дошли до нечетных ночей. И в каждую ночь мусульманин, верующий, обращается к Аллаху, надеясь на то, что эта ночь и есть ночь предопределения. Что делать? Как мне подготовиться к ней?
Мы узнали, что она перемещается, как об этом говорят и ученые. В этом году это может быть 21-я ночь, а в следующем 27-я. Что же следует делать человеку в ночь предопределения? В чем смысл ночи предопределения? Ответ на эти вопросы заключается в 3 пунктах, так, чтобы люди, смотрящие эту передачу, смогли что-то получить. Первое. Как можно считать, что кто-то застал ночь предопределения? Кого можно рассматривать как заставшего эту ночь? Второй момент. Что может случиться с человеком в ночь предопределения? И третий момент. Каковы признаки ночи предопределения? Хорошо? Прекрасно. Как же записывается награда ночи предопределения человеку, а это поклонение более 83 лет? Если он из числа заставших ночь предопределения, то ему записывается награда 83 лет поклонения. Как этого добиться? Говорят, что тот, кто совершит ночную и утреннюю молитвы коллективно, чтобы джаматом совершил эти молитвы. Некоторые ученые добавляют еще таравих и витр молитвы, то такой человек становится из числа заставших ночь предопределения. Только лишь совершив это и все? Да, Это никак не зависит от ответа Аллаха. он записывается из их числа. Иншаллах, все зависит от принятия Аллахом. Что же все-таки есть в ночи предопределения? Это второй вопрос. Что же просят в ночь предопределения? В ночь предопределения просят вознаграждения, об этом мы говорили. Во-вторых, просят исполнения просьб, дуа, потому что эта ночь ближе к исполнению просьб. Здесь можно говорить о смешных историях, которые приводятся людьми в ночь предопределения. Мысли людей связаны с мирским. Они хотят, чтобы что-то было так-то и так-то. Рассказывают историю пожилой женщины, которая стала свидетелем света этой ночи. Она просила у Аллаха зубы, потому что люди смеялись над ней, ибо она не могла правильно говорить. «Дай мне зубы, о Аллах!» И Аллах даровал ей зубы. Люди все равно продолжали смеяться. Ты застала ночь предопределения и попросила только зубы? Хорошо, проси зубы, но также проси то, что достойно просить. Что происходит в ночь предопределения? Получаем ответ на наши дуа. В эту ночь получаем ответ на дуа. Когда дело обстоит так, что же должен человек просить? Нет ничего плохого в том, чтобы попросить из мирского то, что ему необходимо. Но надо просить еще что-то другое, привязать свои надежды и желания к Аллаху. Просить высший рай, фирдаус, прощение грехов. Когда вы просите у Аллаха, то просите Его о рае фирдаус. Второй момент какой был? Дуа принималась. Третий момент в том, что есть определенные уровни людей, которые чувствуют, ощущают свет ночи предопределения. Ибо если мы спросим, что же происходит в ночь предопределения, в эту ночь все врата рая открываются, все врата ада закрываются, все врата небес открываются, ангелам повелевают спуститься на землю. Количество ангелов, которым бывает велено спуститься, бесконечно. В некоторых риваятах говорится, что их больше, чем камни и песок. Это ангелы, которые покрывают людей, они ходят по улицам, связываются с поклоняющимися, обращенными к Аллаху людьми, поэтому начинают чувствовать, что они не одни обращены к Аллаху. Также свет ангелов обращен к Аллаху прямо от земли, рядом с ними. Это те, кто не ослушаются Аллаха и творят то, что им велено. Это то, что случается в ночь предопределения. Аллах насылает свою милость рабам своим. Он открывает врата прощения грехов. Есть ли кто, у кого есть нужда, есть ли кто кается, есть ли кто просит прощения грехов, Аллах сам обращается к рабам своим, чтобы они обратились к Нему. Иди, приходите. Да, приходите, это фестиваль света во всей вселенной в ночь предопределения. Человек, который живет этим, когда захотел прочесть Коран, захотел молиться, захотел поминать Всевышнего, он чувствует, что в данный момент он пребывает в присутствии Аллаха вместе с ангелами, праведниками. Это духовное единство всех рабов на земле, тот, кто в Америке и тот, кто в Китае, кто в арабских странах, кто на Востоке и кто на Западе. Души рабов в один момент обращены к Аллаху. Ты чувствуешь, что ты элемент системы вселенских масштабов. Одним сердцем обращаются к Аллаху деревья, камни, земля, песок, вода, ангелы, праведные джинны. Все обращены к Аллаху. Здесь происходит что-то. Каждый человек чувствует это настолько, насколько очищено его сердце. Это указывает нам признак, знак, который говорит, что Аллах ответил нам. Но до этого есть определенная форма, способ или состояние, в котором должен быть человек. Итак, в каком состоянии должен быть человек, чтобы застать ночь предопределения? И какое дуа желательно прочесть?
Прежде чем ответить на те два вопроса, которыми мы завершим нашу встречу, у меня есть еще один вопрос. Если бы я был из числа искренних рабов, и Аллах ответил бы мне в эту ночь и простил бы мне 83 года, если даже я не прожил их, а потом я совершил проступок, грех, то есть согрешил, пошел вспять, что случится тогда? В ночь предопределения Аллах прощает все, что было. Но когда мы говорим о 1000 месяцах, о 83 годах, то имеется в виду, что благие деяния этих лет записываются. И потом можно делать. Я не говорю, что записываются грехи 83 лет. Мы говорим, что благие деяния 83 лет записываются ему. Ровно столько, сколько можно заслужить за 83 года. Нет. Обращаться с Аллахом таким образом является оставлением адаба в отношении Всевышнего. То есть вести расчеты с Аллахом. Да, не хитри, не старайся обманывать. Это оставление адаба в отношении Аллаха. Например, я говорю, что буду находиться в поклонении весь месяц Рамазана, и таким образом у меня вознаграждение 83 лет. Потом я делаю все, что хочу. Или совершаю каждый год хадж, а между хаджами делаю, что хочу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, кто скажет «Субханаллахи ва бихамди» 100 раз, Аллах простит его грехи, даже если их много, как морская пена. И все, у меня в руках будут четкие, я буду говорить «Субханаллахи ва бихамди», «Субханаллахи ва бихамди». Таким образом я буду еще лгать, совершать прелюбодеяние, пить спиртное и так далее. Я говорю, что это оставление адаба в отношении Аллаха. Не старайся обманывать Аллаха. Аллаха невозможно обмануть. Никто не сможет издеваться над Аллахом. Посмотри, обещание Аллаха — это истина. Тому, кто поклоняется в ночь предопределения, записывается вознаграждение 83 лет. Но, возможно, одна обида, одно притеснение и боль, которую причиняет он через это притеснение, заслуживает, чтобы все вознаграждение 83 лет ушло. В судный день заберут их у тебя. В хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, говорится, что он сказал: «Вы знаете, кто такой банкрот? Банкрот среди нас тот, у кого нет ни дирхама, ни динара». Он сказал: «Банкрот моей умми тот, кто придет в судный день, имея благие деяния размером с горы», подобно делам 83 лет, размером с горы, и в то же время обругав того-то, опорочив такого-то, съев незаконное имущество другого, пролив кровь третьего, ударив еще кого-то, и он отдает из своих благих поступков тому-то и другому, и у него не остается ничего, а люди останутся, и поэтому будут взяты их грехи и брошены ему, а когда закончатся его хорошие поступки, до того, как закончится его отчет, будут взяты их грехи и брошены ему. Пусть Аллах убережет нас от этого. Здесь чаши сравнялись. Хорошо, ты обрадовал меня, а потом опорочил. Так не пойдет. Смотри, если ты застал эту ночь, ночь предопределения, то плодом искренности должно стать оберегание тебя от притеснения других после этого. Этого следует желать. Это не значит, что ты будешь безгрешным и не совершишь ошибок. Как сказано в стихе: «Кто никогда не причинял неприятность, кому принадлежит все благо, Мухаммаду, наставляющему на истину, к которому снизошел Джибриль». Все мы притесняем кого-то, но различие между тем, кто притесняет в состоянии слабости, а потом раскаивается и остается между ним и Аллахом только добро. Это в противоположность тому человеку, который причиняет неприятность за неприятностью и только 2-3 раза совершает благое и говорит, что это перевесит то. Нельзя так обращаться ко Всевышнему, но искренне в отношении Аллаха человек постоянно читает зикр. Искренность должна быть. Например, когда просят того, кто совершил хадж, сделать что-то, он говорит: «Нет, эти руки прикасались к Каабе, и они не прикоснутся к греху, спиртному». Почему? Потому что в хадже есть смысл возобновления отношений с Аллахом. Это не просто стерка, которой стираются все грехи, чтобы потом снова записывать их. Это и есть ночь предопределения, поэтому мы призываем людей совершить коллективно все молитвы и таравихи, чтобы получить награду 83 лет. Мы также просим взглянуть на ночь предопределения не как на возможность заслужить эту награду, а как на возможность почувствовать красоту связи со Всевышним Аллахом. Говорят, что из признаков ночи предопределения, будь она сегодня или в другой день, является умеренность. Будет не жарко и не холодно. В дневное время солнце не будет так печь, не будет сильной жары. Некоторые праведники говорят, что это из-за наличия огромного количества ангелов. В общем, перед этой ночью солнце утром, днем не будет печь сильно. Также упоминаются другие признаки. علامات أخرى في ليلة القدر.
В какой форме и как я должен подготовиться, чтобы обратиться ко Всевышнему? Есть две формы, внешняя и внутренняя. Внешняя форма заключается в купании, использовании благовоний, красивой одежды для мужчин, по возможности белая, в одевании тюбетейки, чалмы. Пусть одежда будет чистой. Женщина тоже одевает чистую одежду, пусть не наносит косметику, соблюдая адаб ко Всевышнему Аллаху в эту ночь. Это внешняя часть. Пусть наладит родственные связи и пусть не ложится спать, разрушив родственные связи. Такой человек проклят, даже если умрет внутри Каабы. У него не принимаются пост, молитва, ему не прощаются грехи, пока он не наладит родственные связи. Даже если они будут виновны. Нельзя нарушать родственные связи. Наладьте связи хотя бы телефонным звонком и поприветствуйте. Если у кого-то что-то отобрал, пусть вернет. Далее внутренняя форма. Это чистота сердца. Нет ничего стоящего в мире, чтобы твое сердце было злобным, питающим ненависть, вместо того, чтобы получить пользу в эту ночь от молитв. А ты занят тем-то и тем-то. Перешагни это все. И если кто-то обидел тебя в имуществе, чести, пусть эта обида не дойдет до твоего сердца и не наполнит его злобой и ненавистью. Человек должен очистить свое сердце смиренностью. Пусть не вступает в ночь предопределения, будучи высокомерным. Не думай, что ты, находясь в молитве в эту ночь в Каабе, в Медине, в Египте или еще где-то, будучи вознагражденным Аллахом этой ночью, не думай, что ты лучше кого-то, кто грешит в эту ночь. Мы ведь не знаем, каким будет исход. Ты не знаешь, как тот покинет этот мир. Возможно, покаяться станет из числа авлия. Ты не знаешь, каков будет твой исход. Пусть человек очищает себя от высокомерия, унижения людей. Любите всех, будьте снисходительны ко всем. Когда Всевышний взглянет на твое сердце и насколько оно будет полно любви к людям, добра и блага, Аллах даст тебе еще больше. Последний вопрос, который хотел задать. Дуа. Я попрошу вас прочесть ту ночь дуа за нас, и мы все будем говорить «Аминь». Аллах очистит сердце того, кто говорит «Аминь», обращается к Аллаху с искренними намерениями и нас всех вознаградит. Из-за бараката одного из них Аллах может нас всех вознаградить, иншаллах. Наша госпожа Айша, рази Аллаху анха, спросила пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что делать, если я застала ночь предопределения? Это означает, что человек как-то почувствует ночь предопределения. Он ответил, ты скажи, о Аллах, ты прощающий, любящий прощения, прости меня. Давайте все прочтем дуа. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إن هؤلاء عبادك قد أحسنوا الظن بعبدك الفقير إليك وطلبوا منه أن يدعوا فيؤمنون وإني أقر على الملأ أقر لك بأني لست بخيرهم ولا من أخيارهم وأن ذنوبي كثيرة وأن عيوبي خطيرة وإني مقر لك بتلك الجريرة ولكن يا سيدي ويا مولاي يا من وضعت في قلبي أنوار لا إله إلا الله نسألك بأنوار هذه الكلمة أن تغسل قلوبنا وتطهرها وتذهب عنها أمراضها ورانها الذي قد حاط بها اللهم تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وإمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نشهد لك بالوحدانية ونشهد لنبيك بالرسالة ونقر بما كان منا من الإساءة ومن المعصية ومن الغفلة ومن الإعراض وليس لنا رب غيرك فنلجأ إليه وليس لنا مولى سواك فنقر بين يديه نرفع إليك أكف الضراعة طالبين منك نظرة إلى قلوبنا اللهم تب علينا توبة نصوحا
طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقذاء وأسراء وأجراء وأمناء من النار، فاجعلنا اللهم والحاضرين والمسلمين من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأسرائك وأجرائك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير سابقة اختبار ولا امتحان. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إن لنا حاجات أنت أعلم بها، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، فنسألك يا قاضي الحاجات أن تقضي حاجاتنا. من كان مذنبا فاغفر ذنبه، ومن كان مسيئا فرده إلى الإحسان، ومن كان جائعا فأطعمه، ومن كان عاريا فاكسه، ومن كان مشردا فآوه، ومن كان ضالا فاهده، ومن كان مسيئا فأحسن إليه وارزقه الإحسان. اللهم انظر إلى قلوبنا وإلى أهلينا وإلى ذرياتنا يا خير من نظر إلى عباده. اللهم وانظر إلى بلداننا نظرة من عندك تصلح بها في بلادنا وبلاد المسلمين والعالم الذي نعيش فيه ما فسد، وتطهر باطن الروح وطاهر الجسد. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك نظرة إلى بيت المقدس في هذه الليلة. اللهم إنه حرم مسرى نبيك ومحط أنبيائك ورسلك، فاحفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى وارزقنا الشهادة في ساحته منتصرين مقبلين غير مولين يا رب العالمين. اللهم انظر إلى الأمة واكشف الغمة وادفع البلاء ظاهره وباطنه. اللهم عرفنا من أنوار الصلة بك ما تثبت به أقدامنا على الإحسان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجز عنا إخواننا القائمين على هذه القناة خير الجزاء، ووفقهم فيما أقمتهم فيه، وارزقهم الإخلاص في ذلك، وألهمهم الرشد وما فيه محبك ومراضيك، وتقبل من الجميع يا رب العالمين. واجزي من قام في الخدمة على هذا الأمر وعلى هذه المجالس خير الجزاء، من صور ومن أخرج ومن أعد ومن خدم ومن قدم ومن أخر، وارزقنا جميعا الرضا منك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى سيدنا محمد، صلاة تجمعنا به في الدنيا والآخرة، وتجعلنا من المحبوبين عنده ومن المجاورين له في الجنة، ومن الواردين الشاربين من حوضه ومن كفه الشريف، ومن المستظلين تحت لواء الحمد المجموعين به تحت ظل العرش وفي الفردوس والأعلى في جواره يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.